Снова всем привет! Выбрались с Алексеем на Мокшу, значит, в район Устинского моста. Значит, подписчики поправили в комментариях. Будем сегодня ловить щуку, судака, окуня, может быть, удастся поймать. На воде мы уже час, поклевки есть, но поймать ничего не можем. Погода, в принципе, нормальная, но сильный ветер мешает делать проводки. Ну, посмотрим, что нам удастся поймать. Не переключайтесь, будет интересно. Так, вторая постановочка у нас. Сейчас будем пробовать. Время 11 часов ровно. Ловись, рыбка большая и маленькая. Погода на самом деле очень комфортная, не жарко, не холодно. Посмотрим, как эта погода будет на рыбу влиять. Решил поэкспериментировать. Купил вчера несколько поводков из флюрокарбона. Один уже вот оторвал, пару штук осталось. Посмотрим, как они себя будут вести. Оторвем оставшиеся два и перейдем опять на струну. Да, очень сильный ветер. Не хотел брать куртку. В последний момент захватил. Приехали мы с ночевкой. Сегодня будем весь день рыбачить. И завтра с утра, наверное, еще попробуем до обеда. Ух! Так, была поклевочка. Да, что-то не ожидал. Не ожидал, да. Сейчас посмотрим. Да, приманка чистая, но поклевка была. Так, пробуем. Есть, да, Лёш? Ага. Так, сейчас я выматываю, Алексей, поклевка. Ага, вот щучка доловилась. Ах, и сошла. Вот такую вот бороду у Лехи тут. Ну вот, мы уже увидели первую рыбу. Поклевки есть. Значит, первая поклевка у нас
с рыбой, так скажем, которую мы смогли увидеть. Щучка. Значит, у меня была поклевка, и Алексей сразу же ее долавливает. Ну ладно. Может быть, она была здесь не одна. Какая приманка, Лех? Басара. Берк. Беркли Басара. Это какие-то дорогущие, да? Да, нет. 400 рублей. Так, а я юзаю приманки с Алиэкспресс. Значит, на крайней рыбалке здесь, когда мы рыбачили, у меня на нее были здесь поклевки и поимки. Поэтому пробуем. Будем чередовать приманки с Алиэкспресс, там Кейтыч. Кетыч. Да, может быть. Сейчас знаешь, что другая палка. По-другому. Да, кстати, кто-то спрашивал в комментариях о снастях. У меня, значит, графит лидер спиннинг Viva с тестом 7,32 грамма. Так, что тут? 762М. И катушка у меня Daiwa Freemans 2500. По шнуру точно сказать не могу, какой у меня шнур. Вот, Алексей, какой спиннинг у вас? Сейчас ProForce, Fertirize. Fertirize, кто? ProForce. ProForce, Fertirize. Ага, тест? Тест 1654, но это под тяжелый джиг. До этого ловил Сент-Крой 721. Спиннинг чувствительный, но очень мягкий. Строй там даже ближе к медиуму. Там хоть фаст написан, но рыбу не вяжет вообще. То катушка? Есть много холостых поклевок. Этот сразу протекает. Ага. Катушка Shimano X-Edge 2,5. Ну, вот такие у нас снасти. Шнурок 0,12 мамой. По ПЕД не помню. Ну ладно, вот такие снасти у нас, ребята, и все, продолжаем рыбачить. Ловись, рыбка большая и маленькая. Рыбалка у нас, в принципе, только началась. Поклевки есть. Будем надеяться, что удастся нам все-таки поймать пару щурков и пару судачков. Так, вот и у меня произошла поклевка. Щучка, да, на глиссер выходит. Что, у тебя тоже, что ли? Ты за лодку зацепил? Не, подожди. Подсачником возьмем. Оба! Ну, может быть, та же, которая сошла у Алексея, может быть, нет. Да, вот такая вот рыбка клюнула. Сделай фотографию, Лех. Ух, у него целый живот, он прям набит. Видал? Угу. Горизонтально сделай. Все, вот такая щучка. Ах ты, ничего себе. Давайте ее отпустим. Да, запрещенную приманку с Алиэкспресс. Значит, приманка с Алиэкспресс. Сейчас покажу. Все, рыбку отпустили. Тряпочку не достал, да? Сейчас. Вот такая приманка. Сейчас покажу, как называется.
Я уже в каких-то видео показывал. Значит, приманка называется вот так вот. Да, все прочитали? Матом не будем ругаться. Вот такие вот приманочки. Значит, приманки есть еще, но может быть чуть попозже покажу. Заказывал там несколько пачек в новогодние праздники с Алиэкспресс. Что-то скучно было, думаю, надо что-то заказать. И заказал, как бы в принципе ловят. Ну, продолжим. Все, уже руки приятно пахнут рыбой. Но это маленькая щучка. Будем думать, что... И ты ее издалека тянуть, она же не могла туда. Ну как она вот убежала туда и все. Да нет, ну не факт, что это, конечно, та. Хотя были у нас ситуации такие, что именно здесь, как бы вот, ну, на этом водоеме с товарищем мы ловили одну и ту же щуку. Сначала он ее подержал, отпустили, через несколько забросов эту щуку ловлю я. Это видео есть у меня где-то на канале. Тоже такой запоминающийся момент. Камеру отключаешь, клюет. Камеру включаешь, не клюет. Ну, это по старой схеме. Но у щуки был живот уже набитый. Уже нажралась. Когда успела? Непонятно. Да. Хвоста-то нету, черт подери. Ну, был он, по-моему, хвост, ребята, а сейчас что-то нету. Сейчас будем менять приманку. Так. Ну что, заменим приманку. Не знаю, там съедобная резина, несъедобная. Написано вот здесь что-то 100% и по-китайски. Soft bait. У нас еще есть секретные приманки. Секретные приманки, да, у нас еще есть приманки какие-то там. Так, значит, как будем монтировать? Вот такие вот пружинки закручиваем. Для того, чтобы не разрывало приманку. Хоп. Да, надо было снять, наверное, с джек-головки. Текс. Все, у него тут есть какие-то пазики снизу, сверху, для того, чтобы прятать крючок. Флюорокарбоновый поводок целый, но и щука его как бы не заглотила. Пока работает. Все. Продолжим. Здесь еще была поклевка окуня прямо возле лодки, но сошел собака.
Вода упала еще. Где-то, не знаю, прям насколько, как бы не наврать, может быть, где-то в районе метра, мне кажется, упала вода еще. Немного сместились. Попробуем обловить еще одно место. Сейчас надо нащупать коряшку. Где-то она там есть. И потом уже будем менять приманки, может быть, веса. Ух, был ударчик. Есть. Есть, ребята. Доловила, ударила и потом... Ну, небольшой щурок. Ударил. А потом догнал и доел. Флёр пролетел за жабры. Опа. Шук. Да, не крупный щурочек. Опа, вот такой вот. Приманка Тиога. И вот такая щучка. То бишь вот на точку встали, делаю вторую проводку. И попался щурок. Давайте отпустим его тоже домой. Рыбалка, в принципе, только началась. Поклевочки есть. Погода нормальная, за исключением вот ветра, наверное. Ветер как бы... Ну, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Все, с подхода удалось поймать рыбку. Кидали. Было пару невнятных поклевок. Решили сейчас переместиться на одну, на наш взгляд, очень перспективную точку. На ней задержимся. Возможно, удастся сейчас что-то поймать. У нас на прошлой рыбалке в этом месте были очень хорошие поклевки и поимки с этой точки. Поехали. Переместились, сейчас попробуем поймать рыбку опять с подхода, может быть, удастся. Вот буруны впереди, то бишь там какой-то хлам лежит. Что-то со страху кинул прям далеко правее. Есть, была поклевка, сошла рыба, но что-то не крупная. Затрепыхалась и отвалилась. Без удара, просто что-то подвисло. Смена приманки дала результат. Щука схватила прям под лодкой. Но если это можно назвать щукой. Опять вот такой вот небольшой карандашик. Лёг, сбрось дужку, пожалуйста. Опа. Ух, самолет. Ничего себе, облачно заблудился, наверное. Над нами он кружит. Так, вот такой вот щурок. Снова приманка с AliExpress. Значит, Опять так же называется? Возможно, так же называется. Но чуть попозже давайте я вам покажу, какие приманки были с AliExpress заказаны. Они у меня лежат. Вот такой вот небольшой щурок. Тоже его домой. Что-то, мне кажется, мы очень близко встали к точке. Прям поклевка произошла под лодкой. Приманочка. Вес уже 24 грамма. Поставил побольше. Ну, все клюнуло. Рыбка клюет маленькая, поэтому флюорокарбоновый поводок пока вроде в теме.
Да, ну что, поклевывает, поклевывает. Время, правда, уже половина первого. Но мы, в принципе, только какую третью точку пробиваем или четвертую. Будем дальше еще рыбачить. Есть там судаковые точки, где судачок у нас поклевал. Может быть, там что-то клюнет. Перемещаемся. С перспективной, на наш взгляд, коряшки нам удалось поймать одного щурка. Кидали, было пару поклевок, но ничего не поймали. Поэтому перемещаемся. Еще вот нашли местечко, попробуем здесь. Так, ну, произошла поклевка, скорее всего, окунь на выбросе. Легко идет. Ах, отвалился. Ай, черт побери. Сменил приманку. Да, и окушок небольшой клюнул. И отвалился на вываживание. Ветер по-прежнему мешает нам рыбачить. $28. 28, а 18. Есть? Корягу нашел, да? Корягу нашел. Ну, за этой корягой, наверное, прячется трофейная щука, Лёх. Время 2 часа. Ветер вроде стих. И рыба что-то у нас перестала клевать. Как обещал, давайте сейчас вам покажу приманки с Алиэкспресс, которые пришли. Остались еще в упаковках, в таких хотел сделать дома анбоксинг, потом думать, да нахрен это нужно, короче. Ну, с этой приманкой мы уже знакомы, как бы на нее клюет щучка здесь уже вторую рыбалку подряд. Вот такие вот приманочки пришли. Даже ни разу не одевал, нужно будет попробовать. И друг из Китая даже положил какой-то бонус в виде такой же приманки, только другого цвета, я так понял. Так. Здесь две упаковки. Значит, вот на такую я сегодня поймал щучку. Вот так вот называется. И вот такая еще приманочка. Какой-то, видимо, фирменный магазин. Тут вон китаец в каком-то конверте в нарядном прислал. S-Fishing какой-то. Да, но это, наверное, какая-то съедобная резина здесь нарисована, что ли. Easy Shiner 4, то бишь это вот тут какая-то подделка на приманке, что ли. Ну, работает. Щучку нам удалось поймать. Ага, здесь тоже вот упаковка с подарочком, вот с таким, с маленьким. И такие же, только
в другом цвете приманки. Тоже с прикольным названием. Есть еще приманки, давно заказывал с Алиэкспресс, на них тоже клюет. Так что, в принципе, почему бы и нет, ребята. Ну все, сейчас начнем пробовать, перемещаемся. Остановились возле очередного завала. Сейчас попробуем его тоже оббросать. И потом пойдем уже на знакомую нам точку. Там поклевывает судак. Надеемся, что удастся его поймать. Ну все, приступим. Мокшая река Закоряжная, как правило, рыбалка строится не от рельефа, а ищешь корягу хорошую и ее ловишь. И поэтому приманки дорогие очень жалко обрывать, блин. И кидаем более дешевые. Да. Приманки с Алиэкспресс тоже неплохо заходят. Моба на тиогу, да? Давай, родной, что-то небольшой бершик может быть. А? Сейчас вытащу, ну небольшой бершик. Я думаю, или судачок небольшой. Бершик. Опа. И в очередной раз приманка с веселым названием, только уже теперь вот красненькая, новенькая поставил. Наяву название. Наяву? Наяву. Пусть будет наяву, да, вот такой вот берш клюнул. Да, сейчас мы его щелкнем, давайте, и отпустим. Ну все, отпускаем его домой. До свидос. Ветер, блин, очень сильно нам мешает, но никуда не денешься, блин. Время летит быстро, время уже 15 часов, без 2 минут. Че, не клюет, Лёх? Дать тебе приманку с Алиэкспресс? Нет. Нет? Будешь ловить на Кейтэч? На варуну. На варуну, да. Ладно, пока китайские приманки у нас ловят. Китайские, да, что-то сегодня прям все на них почти клюет. Что-то не ловит, да. Но я экспериментирую, вроде заказал, надо с ними что-то делать. На оригинал ничего. Да, на оригинал не клюет. Есть? Нет, поклевка была. Поклевка? Ага. На варунку Лехи он там кто-то схватил, говорит. Ну мог и приврать. Или нет? Нет, рыба определенно есть на этой коряшке, но активность ее и удача наша. Не знаю, сейчас все, если карты совпадут, поймаем еще что-нибудь. Ты должен ее доловить. Вроде по моим следам идет. Да, клев не ахти, поэтому поклевки на камеру запечатлить не получается. Нашел, да? Ну уж как-нибудь, ребята, что-нибудь получится, может быть, смонтировать. Выбирался на рыбалку на Головля.
в Мордовии. Там, кто за инстаграмом следит за моим, видели, там я поймал пару окушков, голавлика, грамм на 100-150. Фотки там были. И все, и клёва не было вообще. Была одна поклевка хорошая щуки, но срезала чабика. Вообще печальная история. Поводок был, струна небольшая, либо на опережение ударила, либо щука была таких размеров, что заглотила просто небольшой металлический поводок и откусила. И на той мрачной ноте я закончил рыбалку. Но что-то нету судака, берши, да? То бишь, в прошлый раз мы здесь поймали, по-моему, парочку бершей, да, ты поймал? А судака хорошего нет. Хотя Сергей Викторович поймал, да, тоже где-то в этом районе-то на двушку, да? Поклевка с фрикционом. Такой нормальный. Нормальная? Давай сейчас буду вываживать, это вытаскивать. Да? Так, смотрим. Ой, какой плавник! Ничего себе! Какой там плавник? А громадный. Щучка? Щука, да? Да. Ну, такая большенькая уже, да, слушай-ка. Это уже можно. Сколько в котлетах, Лех? Так. Нет, там просёк вроде нормально. Оба! Ушла, нет? Нет. Подсачник. Давай, Иван, подставь. Давай, заассистирую тебе, давай. Она войдет сюда вообще? Да хрен. Войдет. Не входит в этот подсачник. Не входит, Лёх. Нет, надо... Гриппу. Давай рукой возьму. Ай, господи. Вот так вот. Вот Леха. Сколько? 10? Весы есть, да, можно взвесить. Вот и Леха обрыбился. Нашли мы свальчик хороший. Вроде как бы на нем рыбка какая-то стоит. И не ошиблись. Алексей поймал вот такого щукаря. Че? Полтора, наверное. Не, я думаю, побольше того. Давайте взвесим сейчас. Ты хочешь забрать эту рыбу, Алексей? Да не знаю пока. Как не знаю пока. Так. Да, где весы? Давай. С липгриппом давай взвесим. Минусанем там чуть-чуть. Да вот за эту. За шнурок. Да вот за эту сейчас. Че, очки утопил? Да? Да, они все равно сломались. Ай, господи. 2 килограмма. Очки Очки утопил. На, держи свою рыбу. за 7 тысяч. За 7 тысяч очки. За 700 рублей с Алиэкспресс, да? Конечно, конечно.
Так, ну что, 2-килограммовая щука у Алексея клюнула. На какую приманку-то, Лех? Варуну. А варуну, давай отпускай щуку. Всю лодку извозил. Отпускай. Очки утопила. Не-не-не, целуй ее давай и отпускай. Судака сейчас поймаем. Давай еще до завтра протухнет она у тебя. Отпускай. Кого? Щуку. Целуй ее, отпускай. Да, ты. Очки мне утопил, падла. Ага. Все? Сколько котлет? Их тут котлет. Зачем это? Очки надо. Очки надо. Ай, господи. Ну все, ребята, что? Леха сказал, съест. Не знает, куда ее деть. В карман положи, Лех. Как так улетели-то? Сейчас выловим очки. Ай, ну ладно, продолжаем рыбачить. А громадных пирогов купили в Сасово. Огонь. С картошкой и с мясом. Холодненький. Холодненькие, да? Но вкусненькие. Угу. Рыбы не клюет, тоскливо. Сейчас будем возвращаться, наверное, в сторону машины. Проверим утренние точки. Может быть, туда рыба подошла. А пока будем есть пирожок. Да? И у меня вот еще пирожок такой. Вкусняшки. Так, ну что, долгожданная поклевка у нас. Вымучивали мы здесь. То у меня клюнет, то у Лехи. Столько хвостов подкусило. Да. И вымучили, ребята. Судачок, наверное, должен быть здесь, нет? А нет, щучка, щучка. Вот кто кусал-то опять. Вот кто это кусался, да? Попался, который кусался. Прям стало дело принципа доловить. Уже хотели уезжать, но Леха говорит, нужно доловить, кто там у нас кусается. Оказалась щучка. Не устояла она против аварунки. Столько приманок извели на нее. Да. Пару обрывов тут было. Откусывала хвосты. И в итоге клюнула. Все. Давай. Кого? Весы. Весы 1,5 килограмма я так тебе взвесил. 1,5 килограмма и это сколько? 6 котлет. Очков не стоит. Очков не стоит, да? Ну ладно. Ну все, будем здесь еще пробовать? Да давай. Там, мне кажется, судак еще стоит, потому что этот покусы такие были. Понятно. Дай-ка эти весы. Весы надо все-таки. Ну давайте взвесим. Да, бодрая щука так-то вот уже здесь. Отпускай. Ну, кило 400 показывает, кило 200. Все. Сейчас еще здесь покидаем и уже будем возвращаться к машине. Было дело принципа доловить эту рыбу. Она нам тут изрядно потрепала нервы, блин, то откусит, то укусит, то еще что-нибудь. И все-таки Алексей ее доловил.
А время, тем не менее, уже 6 часов. Вечерний клев, наверное, начинается. Ребята, хотелось бы поговорить о такой теме, как рыбу отпускать, забирать. Я считаю, что это дело каждого. Сейчас просто стало модно спортивная рыбалка, отпускают рыбу там. Ну, я не знаю, если есть желание там приготовить дома в семье и съесть рыбу, почему бы ее не забрать? Ну, хочу напомнить, что норма вылова рыбы 5 килограмм, то бишь, либо вы одну рыбу 5 килограмм или более 5 килограмм забираете, либо мелкую рыбу до 5 килограмм в количестве можно забирать. Если больше, то за это предусмотрено административное наказание, там какой-то штраф. Это уже ваше дело, как бы там, сколько рыбы забирать. В комментариях пишут некоторые: забирай рыбу, некоторые пишут: отпускай, кто-то говорит: ешь прям в лодке ее. Ребята, если мне нужна рыба, я ее забираю и готовлю там с друзьями, в семье. Если мне рыба не нужна, то я ее отпускаю. Я думаю, что как бы это нормально, в порядке вещей. Мы ловим разрешенными снастями, и поэтому, если захочется забрать домой одного судачка, щучку, почему бы и нет. Ну, какая-то вот такая тема. Все, мы здесь уже отрыбачили, на дальние точки не пойдем, возвращаемся к машине. Время 7 час, поэтому все, поперли. Ну что, поехали. Оба! Все, уже солнышко садится. Время 7:30 вечера. Рыбалочка так себе вышла. Было еще пару поклевок у нас хороших, но рыбу поймать мы не смогли. Леха уже перешел на воблеры, кидает рудру тут. Москват. Не клюет ничего, что-то у нас, да. Все, вышли на берег. Сейчас перекусим. Поставим палатку, наверное. Будем готовиться к ночлегу. Леха привязывает там свои трофеи, котлеты. Я к туманам, росе и ветрам уезжаю, мой друг, уезжаю, и душа к облакам улетает, улетает, и душа к облакам улетает, улетает. Пусть тяжел за плечами рюкзак, под аккорды вагонных колес представляю себе и костер, и шалаш, и свой первый неспешный заброс. На высоком крутом берегу я стою, убегает вода. Без реки я прожить ни за что не смогу. Никогда, никогда, никогда. Без реки я прожить ни за что не смогу. Никогда, никогда, никогда. Ночь уходит, приходит рассвет, и уносит тревоги вода. Я люблю этот мир много лет, я его полюбил навсегда. Кто зачем на рыбалку спешит, кто-то голоден, а кто-то с пьяну. А я еду сюда для того, чтобы жить за ветрами, росой и туманом. А я еду сюда для того, чтобы жить за ветрами, росой и туманом.
Все темнеет. Значит, приняли решение отбиваться. Завтра у нас будет немного времени порыбачить с утра, где-то до обеда. Возможно, получится что-то поймать. Посмотрим. Ну все, пошли спать. До завтра. Доброе утро, ребята. Значит, встали, время 4:30. Лодку уже спустили на воду. И пошли. Солнышко у меня за спиной он встает. Будем пробовать ловить снова щуку. Алешка у меня тут выспался? Жарко просто. Жарко, да? Свитер лишний был, наверное. Горячие финские парни. Ну все, выходим на воду. Все, сейчас прогреемся немного и пойдем. А? Зашли на первую точку. Сейчас будем пробовать. Ах, была поклевка. Ай, блин. Ну что тут без удара такая нас схватила. Ну. Бля, опять сошла, черт побери. Да. Ага. Ну щучка. Ну. Не знаю, накололась, не накололась. Ну что-то неохотно приманку, блин, хватало, блин. Ну, не крупная, да? У Алексея произошла поклевка. Окунь. Да, хороший окушок. О, смотрите какой. Да. Отлично. А?
Косынка вот висит на... Ну вот этими ножницами сними, вот этими. Ты что? Нормальный. Да. Ну что, дорогие друзья, вот и подошла к концу наша рыбалка. Если подвести итоги, рыбалка была не очень. Значит, вчера по приезду мы заметили, что уровень воды в реке Мокша упал. И сегодня утром, опять же, мы обратили внимание, что вода снова убывает. Сильный ветер вчера был. Сегодня с утра вроде немного штиль, но потом опять начался ветер. Сегодня утром нам удалось поймать только одного окуня. Вчера клевали щурки, судака нет. Но, тем не менее, свою рыбу мы нашли. И чему несказанно рады. Подписывайтесь на мой канал. И увидимся на воде. Пока-пока.